Мои дорогие, добрый день, Lady Culture, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, как у вас дела? Как ваше здоровье? Немножко расскажу, как обычно. Я начинаю свой влог о моем здоровье. Алхамдулилла, потому что вы еще и спрашиваете, потому что я говорила в последнем ролике, что я немножко себя плохо чувствую. Вроде бы ничего, мне уже начали делать лечение. Я еще вчера на прямом эфире говорила. Анализы, друзья, у меня неплохие, машалла. Как бы, там небольшие есть отклонения, но она сказала, это незначительно и ничего страшного. Во-первых, у меня высокий гемоглобин, ну как высокий, 144. Она сказала, что вот один показатель какой-то, который увеличен, он может быть просто даже из-за высокого гемоглобина, значит, кровь чуть-чуть густоватая. Но ничего мне не порекомендовала. Единственное, что я пью кардиомагнил на ночь, она сказала поменять, вот как, говорит, закончатся таблетки, которые ты купила, поменяй, говорит, их на тромбоаз, чтобы постоянно не пить эти кардиомагнил. Так что, если вдруг вам нужно, то, в смысле, если кто-то пьет кардиомагнил, она сказала, что лучше чередовать и постоянно не пить один и тот же такой препарат. Не знаю, если вдруг кому-то понадобится. Вообще, еще как-то мне несколько раз я слышала, что именно этот врач у нас тут в Кантышеве, невропатолог Сейна Роева Роза, очень хорошо знает. Хороший врач, понимающий. В принципе, я и по себе это понимаю. В тот раз лечение тоже мне было очень хорошо. Сейчас она, в принципе, почти полностью поменяла мне лечение. Назначила совсем другие препараты. Тоже, как она сказала, из-за того, чтобы организм не привыкал к одним и тем же препаратам, и чтобы в следующий раз уже можно было бы мне помочь. А то, говорит, если постоянно колоть одно и то же, то уже не справиться с болезнью, Вот такие вот, друзья, дела. Уколы я делаю у нас в амбулатории. Правда, не снимала, может быть, завтра, когда буду ехать, сниму. Уже сегодняшние уколы тоже я сделала. Мальчиков, кто поехал на работу, отправила. У нас сейчас не все работают. Они пока у них вот стройка, которую они строят дом, не знаю, почему это тормознулось, уже дней 10 они туда не ходят. Ибрагим у нас собирается поступать, не знаю, что из этого выйдет, на бюджетное. Я бы очень хотела, чтобы он попал на бюджетное, потому что он сейчас учится на коммерческом, закончил первый курс коммерческого колледжа, юридического факультета, но он очень у нас загорелся поступать на программиста. Документы собрал уже, документы сдал, и, по-моему, завтра уже у него первый экзамен, экзамен или собеседование, я точно не знаю, по-моему, собеседование. Конечно, очень бы хотелось, чтобы он прошел, и даже сегодня, я только сегодня додумалась, если он поступит у нас на бюджетное, у него и вернется его пенсия по потере кормильца, это тоже почти 10 тысяч, какое-то подспорье. Но я мало надеюсь, что все-таки он сможет пройти конкурс. Не знаю, не из-за того, что там он не знает или у него оценки плохие. Просто, по-моему, очень большой конкурс. Посмотрим, не будем сразу загадывать на плохое, а будем надеяться, что он все-таки поступит. Но если он не поступит на очное, на бюджетное, придется в платное. Не знаю, если не будет очень дорого в год, где сейчас он учится, мы платим 25 тысяч. А вот если здесь будет дороже, я уже, наверное, не потяну. Если надо будет бюджетное, и если на те деньги, которые я смогу потянуть, то, конечно, раз он загорелся, раз он захотел, по-любому нужно, чтобы он имел себе профессию. Постараюсь все-таки ему помочь, но с одного придется тогда отказаться. Если получится, то пусть тянет и оба. Так что посмотрим. Как такового юристом он не очень хочет быть. Просто чтобы он получил диплом, что закончил что-то, и чтобы можно было в высшее учреждение пойти. Для этого его и отправили в юридическое просто. Как-то там просто было место, можно было уже, вы помните, что это было уже в октябре, поздно. У них был там недобор, и его забрали, взяли.
Дело в том, что просто он после 10 класса, ему брат не разрешил учиться, немножко стал хулиганичать, как бы. Но он не хулиганичал, но просто вот заранее из-за того, что он не хотел учиться, как бы, чтобы предотвратить, чтобы что-то не случилось, старший брат не дал ему доучиться в 11 классе. Его просто дома не было, он был в Москве, присматривать за ним у меня бы не получалось. А нет, у него появились какие-то дружки, он с ними, они не учились, и он с ними перестал учиться. Хотя он у меня практически до 9 класса был почти круглым, можно сказать, отличником и очень умным ребенком. Ну, теперь вроде бы он говорит, что он все это понял, осознал, что жалеет, что не закончил школу, что послушался ребят и с ними не учился. Но не подумайте, что он там что-то делал или хулиганичал или что-то. Нет, просто он не учился. Просто он не учился, получал двойки. И вот, как я говорю, чтобы предотвратить что-то, брат ему не разрешал учиться. Ну, а теперь вроде бы осознал, будем смотреть, посмотрим, что и как. И будем надеяться, что он поступит. Очень хочется. И друзья меня часто спрашивают, что вы закончили, где вы учились. Я нигде не училась, вы уже в основном все знаете, что у меня только 10-классное образование, советской школы. Ну, не знаю, говорят, что я хорошо говорю на русском языке, что поставленная речь. Ну, это единственная, может быть, заслуга того, что я много читала и училась в школе тоже хорошо. Но поступить у меня не получилось. Ну, по обстоятельствам как-то. Я не добрала 1 балл при поступлении в университет. Чтобы не терять год, пошла учиться в училище. Училище не докончила, вышла замуж. Ну, так получилось. Конечно, теперь жалею, что не поступила потом позже заочно, когда уже могла поступать, что об этом не думала. Даже когда вот осталась без мужа, я очень жалею, что даже тогда, мне было всего 38 лет тогда, хотя я считала, что тогда я такая старая уже, не то что об учебе думала, но уже все, зачем об этом говорить. Просто, друзья, если у вас есть время учиться, то учитесь. Я это говорила и своим детям. Старшая тоже выскочила замуж, слишком рано тоже не выучилась. Вторая, вы знаете, Мадина у меня закончила университет, учится, работает в школе, преподает, но сейчас она в декретном отпуске. Мальчики тоже, не сказать, чтобы я им не дала учиться. Старший закончил 2 колледжа даже, но высшее не поступал. Ну, так получилось, у нас обстоятельства такие были, что как раз когда он закончил училище, у нас не получилось, чтобы он поступил в высшее учреждение. Может, еще поступит, у него тоже есть время, он об этом тоже думает. Средний сын поступал в строительное, тоже поступил, курс проучился, но по обстоятельствам ему тоже пришлось оставить, но потом просто из-за своей как бы лени вовремя не восстановился. Он у нас заболел, ему надо было ездить в Москву, как-то забросил он эту учебу, теперь тоже очень жалеет, что забросил. У него тоже, в принципе, есть время, он может и заочно поступить. Поступал он на строительное, потому что очень хорошо разбирается в строительстве, хоть и не учился, но прекрасно работает и каменщиком, теперь и плиточником, также штукатурит, может также шпаклевать, может обои клеить. Ну, у него такая хватка. Не знаю, не собиралась об этом говорить, но вот видите, включила камеру, и меня как-то в одно русло когда-то всегда... Никогда, можете мне поверить, никогда перед тем, что хотела просто показать, что я делаю, никогда как бы не планирую, что я буду говорить, это все приходит мне спонтанно. Короче, вот такая небольшая информация обо мне, потому что нет-нет, да все-таки и новые подписчики подписываются, не все старые ролики, конечно, меня не смотрят. Даже я смотрю, сегодня заметила, что со вчерашнего дня 10 человек пришло. Как только выключаю на кухне вентилятор, у нас ужасная жара, жарко невыносимо. Вчера было жарко и сегодня жарко. Вот такие вот дела, друзья. Значит, я сказала, что, да, мне капельницы не назначили, мне назначили только уколы и таблетки, которые я нормально перенесла вроде бы. Я боюсь очень
новых медикаментов, потому что в один день я чуть не упала в обморок, и почти, если честно, упала, меня еле вернули к жизни. И с тех пор я боюсь какое-то новое лечение, когда делают. Но все нормально. Я уже второй день, как я сказала, делаю уколы, принимаю их. Так что будем надеяться, все у меня будет хорошо. И действительно, наверное, я буду каждый раз вовремя лечиться, чтобы совсем уж не опускаться до того, что мне плохо. Ну все, болтовня моя как бы закончилась. Что предстоит мне сделать? Как видите, я разогрела молоко. Мне опять нужно сепарировать молоко. Я, наверное, вам уже надоела со своим молоком, со сметаной. Но делать нечего, это моя жизнь как бы. И вчера я взбила себе масло, со сметаной. И у меня немножко оставалось еще сметанки. Ну, я ее оставила, чтобы мы поели уже. Но ребятам уже не нравится. Она чуть-чуть уже с кислинкой, и не хотят ее. Тем более сейчас будет свежая. И решила, думаю, пока еще не переплавила в топленое масло, сделаю себе из этих сливок, ну не сливок, а из этой сметаны тоже маслица. Короче, вот такой объем у меня пока работы. Сейчас я просто действительно очень удобно взбивать их. Ну, конечно, если бы была помощнее взбивалка, планетарная, например, было бы, наверное, намного легче, но для таких количеств мне хватит. Я вот это вот 3-4 раза понемножечку наливала и взбила. Вот так вот, друзья. Вот так вот потихонечку она само по себе крутится. И все. А теперь буду сепарировать. Ну, я пока отключусь, потому что это все вы видели, и будет шумно. И да. Друзья, вчера я на прямом эфире говорила вам, что я перерезала шнур на микрофона, который купила. Очень была вчера расстроена, почти что не ревела. Думаю, ну надо было так произойти. Я столько тянула, не покупала этот микрофон. Но тянула, друзья, не из-за того, что там, мне не хотелось действительно этот проводной микрофон. Я знала, что с ним сложно. Действительно, с ним немножко сложновато. Потому что, снимая даже здесь помещение, мне приходится иногда выходить, что-то занести, даже если за кадром, то это приходится мне отсоединять, а чтобы этот шнур мне не мешался, я его под платьем провела к себе. Короче, волокита большая, и поэтому я не хотела его покупать, по деньгам я этот микрофон тянула, но поэтому тянула не покупая. Но каждый раз, думаю, вот в этот месяц обязательно куплю. Тем более, все время думаю, вот возьму зарплату с Ютуба, вот точно микрофон себе хороший куплю. И вы не представляете, каждый раз, когда подходит время этой зарплаты, какое-то незапланированное дело, которое, срочнее бывает, более нужнее что-то другое, чем этот микрофон. И так вот получалось, я оттягивала, думаю, Ибрагиму говорю, как раз у меня пришли деньги не с этого заказа, что я делала на больницу, а перед этим я еще делала один заказ манты и пельмени. Я их вам не показывала. Манты, вареники, пельмени, по-моему, были. Да, манты, вареники, пельмени и галушки были у меня в заказе. Как раз с этого заказа мне пришли деньги, и с него я сразу решила, думаю, давай сразу купи мне микрофон, пока вот я не потратила их на что-то другое. Не знаю, эти деньги, я не знаю, они у вас так же уходят, как будто бы песок сквозь руки пропускаешь. Сколько бы денег к тебе не шло, они прямо вот вымываются и все. Сколько бы, наверное, если бы они много приходили, у меня много денег не приходит. Алхамдулилlah, хоть так приходит, ничего страшного. Конечно, было бы лучше, если было бы их у нас у всех побольше, но сколько есть, столько есть. Вот так вот. И начала с одного, пока рассказываю, забываю. Микрофон мне сегодня Ибрагим починил все-таки. Поехал в Назрань, в город, и где ремонтируют ноутбуки, компьютеры. Там запаяли и сделали микрофон, так что я опять с микрофоном. Конечно, сейчас мне и вечером, когда я была на эфире, было очень смешно, но когда я увидела, как у меня он висит перерезанный, это было что-то. Мне даже не денег было жалко, не то, что вот он порезался, а то, что вот настолько я тупо что-то сделала, настолько сглупила и перерезала шнур. Как Ибрагим говорит, хорошо, что это не я сделала.
Я говорю, нет, лучше бы ты сделала, я бы хоть стресс свой выпустила, поорала бы на тебя немножко, повысила в голос, а то и на себя и не поругаешься, и не поорешь. Он говорит, я так рад, что это не я сделал. Вот так вот мы вчера и на эфире смеялись, и потом смеялись. Вот такие вот дела, друзья. Так что я опять с микрофоном. И, наверное, все-таки да, вчера с наушниками тоже не получилось. Одна снова сразу же сказала, что ей плохо слышно. Сейчас, надеюсь, вам будет опять нормально меня слышно. Но все-таки я как-нибудь, но куплю и беспроводные. Потому что с этим микрофоном сложновато ходить. Вот так вот, если бы я стояла постоянно на одном месте или сидела, бы они удобные. А так и под ногами мешает. И вообще еще и могу перерезать ножницами. Вот такие вот дела, друзья. Ну все, друзья, погнали. Сейчас займусь этими делами. Мне еще нужно огурцы. Я вам после этого ролика вставлю то, что я вчера снимала, но я из-за того, что вот произошли все эти истории, не смогла его монтировать. Я вчера нарвала и огурцы, и, ну, все, что там в огороде. Я этот ролик поставлю вам после, ну, этот кусочек поставлю после того, что я проговорила. Имейте в виду, что это было снято вчера, поэтому я вам об этом говорю. И мне сегодня действительно надо заниматься этими овощами, как бы. Мне нужно и брокколи, и капусту пробланшировать и заморозить. Мне нужно огурцы посолить, банки помыть, очень много чего. Ну, наверное, этот весь процесс как-то я не буду долго снимать и показывать вам. Но по ходу посмотрим, что я покажу. Меня еще просили показать птичку, меня просили показать теленочка, бычка. Покажу вам их, действительно давно их не показывала. Ну вот, как-то так сегодня у нас будет, друзья. Посмотрим по ходу поступления, буду вам показывать. Друзья, ну вот уже вечер, добралась я до огорода. Жара спала хорошо. Времени, конечно, у меня в обрез, но надо собрать огурчиков. Надо собрать капусту мою цветную, видите? И цветную, и брокколи. Вот уже пора. Брокколи, наверное, из-за жары такая какая-то вот, ну, не такая, как у меня всегда бывала. Но что поделать, какая уж есть. Сейчас обрежу ее, а потом они все равно будут расти. Видите, какая она? Сейчас обрежем. Ну, с брокколи, брокколи еще будет расти как бы маленькими такими качанчиками. Так, ну вот. Не очень пышная болгарочка, конечно, но в эту жару уже уж что поделать. Может быть, сейчас жара спала, он немножко пойдет, болгарка. Но, по крайней мере, для меня хватает. И помидорчики уже, видите, краснеют, конечно, потихонечку. Ну, что поделать, какой есть урожай у меня, такой он есть. Вот черри, острый перчик, баклажаны спеют. Баклажаны срочно нужно опять опрыскивать. Благо дело у меня есть препарат, которым опрыскивать. Купила Карада такой препарат. Так, это не острый перчик, это цесарка, друзья. Ну вот как-то так. Не знаю. Это, по-моему, тоже у меня брокколи, но посажено намного позже. Эти помидорчики тоже, которые вот посадила давным-давно, хотела сказать, намного позже, чем другие. И тут они только начинают как бы цвести, немножко и плодоносят. Ну, в этом году не ахти. Ну, ничего. Лишь бы мы были живы-здоровы. Остальное все как бы будет. Так, ну вот. Огурчики. Сейчас покажу. Вот висят, по-моему. Да, вот висят. Еще надо, пока не стемнело. Вот. Вот огурчики. И не успела сегодня, хотела сывороткой опрыскивать их. Видите, что-то все-таки заболели кусты каким-то образом. Даже совсем высохли.
Не знаю. Ну ничего, по крайней мере, вот этот сегодняшний сбор сделаю, скорее всего, для меня на засолку хватит. А там будь что будет. В этом году все равно на продажу у меня их не получилось. Заказы, конечно, есть. Постоянные мои клиенты заказывают, хотят. Ну, что будет, продам. Так, ну вот есть завязи небольшие. Ладно, все, а то сейчас стемнеет. Ну вот, друзья, мой сегодняшний урожай. Как видите, баклажанчики, помидорчики. Помидоры уже несколько штук мои мальчики поели. Баклажаны. Вот такие кругленькие, тоже интересные баклажаны. Буду жарить их, наверное, сегодня. Вот так вот. Конечно, в этом году все плачевно, но как есть. Так, друзья, уже темнеет. Прозвучал азан на намаз. Пойду сейчас сделаю намаз и буду готовить ужин. Вот такая у меня картошка. Хочу показать вам картошечку. Видите, есть и мелкая, есть и крупная. Вот такая вот. Кое-где подъедена медведкой. Но все равно самое главное своя. Покупать не надо. Никакой химии. Белая очень вкусная. Очень вкусная. Она такая разваривается. Красная, правда, мне не очень-то нравится. Я ее, видите, тут тоже подъела медведка. Я ее в этом году покупала первый раз. Ну, покупала. Это не моя, своя. У меня была своя красная картошка сорта Рамона. Она мне очень, друзья, нравилась. Так разваристая, такая вкусная была картошечка. Как это называется, я не знаю, если честно. И она мне не очень-то нравится. А так ничего, она не чернеет, ничего, но просто вкуснее, ее не нравится. Каспер, ты тоже прибежал, да? Прибежал, ты прибежал. Вот ты Каспировский. Каспер Каспировский. Ты, мама, золотой. Вот завтра мне надо тут под навесом помыть, потому что... Ой, птички бегали, везде испачкали. И сейчас тоже я их загнать выгнала. Они тут привыкли бегать под навесом и пачкают у меня. Ну все, друзья, пойдемте дальше. Ну вот, друзья, значит, молоко уже просепарировалось. И сметана тоже превратилась в масло. Сейчас я буду оттуда его вытаскивать, перекладывать в холодную воду, а потом я его перетоплю. Так, сейчас. Видно, по-моему, там, да? Вот так вот, друзья. Я делаю для себя, поэтому перчаток не одеваю. У меня их нет, если честно. Так. Видно, по-моему, да? Или не видно? Немножко дальше подвину. Вот. Значит, видите, сметана превратилась вот в такое вот масло. Выделилась вот такая вот пахта. И, если честно, я очень люблю эту пахту. Если она еще немножко с кислинкой, ой, то она мне очень нравится. Все, видите, масло собралось. Я его вот так вот отжимаю. И вот перекладываю в такую холодную воду. Конечно, если бы была вода очень холодная, было бы здорово. Но она у меня просто из-под крана не очень холодная. Вот так вот, друзья.
Вот чем занимаются люди практически каждый день, у кого есть свое хозяйство. Жалко, что они не едят у меня это масло дома. Приходится сливочное масло для бутербродов покупать. Все. Теперь вот так вот я промываю в воде. И снова отжимаю, и уже оно готово. И буду перетапливать. А пока оно у меня немножко будет топиться, я пойду вам поснимаю мою марточку, цыплят. Видите, несколько штук уже гуляют здесь. Хотя я их закрыла уже в клетке всех. Потому что когда снимаю, всегда кажется, что они как будто бы у меня в комнате. Все равно 2-3 штуки ухитрились убежать. Так. Ну все, друзья. Теперь я тут немножко приберусь, поставлю масло перетопиться, уберу все эти свои сепараторы и приспособления мои. И мы пойдем с вами к Марте. И вот так вот будем перетапливать, друзья, это масло. Но в этом ролике я уже не буду показывать, что и как. Потому что и так будет длинно. И уже пора делать мне его запускать, как бы. Ну вот, друзья. Покажу вам свою марточку. У меня нет корма, если честно, уже сколько давно, уже месяца 2-3. Поэтому, конечно, было бы немножко лучше. Была бы, вернее, Марта немножко получше, повыше. Не знаю, маленькая вроде бы марточка. И глаза у нее болели, но сейчас уже вылечились. Я ей мазью мазала и промывала их. Теперь уже намного лучше, но все равно, видите, еще слезятся. Марта, Марта, Марта. Ты мама золотой. Аду, Марта, аду, Марта, аду. Ты мама золотой. Ну не бойся. Марта, Марта. Ты мама Марточка. Марта. Вот она. Просили показать. Маленькая, конечно. В это время она должна была быть чуть-чуть побольше. Ну, как я сказала, наверное, потому что у меня уже нет корма давно. Пшеницу я, правда, тонну купила, но одной пшеницы же не покормишь их. Так, ну вот у меня бычок привязан, сейчас пойду вам покажу. И корова заодно тоже уже пришла. И прохладненько уже, хорошо под вечер. Ну как под вечер, сейчас только 4 часа, конечно. Ну, в принципе, уже вечер, да. Мишка, Мишка, Мишка. Миша тоже худой. Ну ничего, уже осенью, когда уже попрохладнее будет, и когда будет корм, то они поправятся. Ай, Миша. Миша у нас вообще добрячок. Мухи тебя не оставляют. Маня. Абу, Маня, абу, Маня, абу. А вот и моя Манечка. Моя кормилица. Маня. Ты мама золотой. Чего ты? Ты мамина. Да, вчера спрашивали про дойку у меня на прямом эфире. Дойка, алхамдулилла, намного лучше, друзья. Уже почти пришла в себя, как бы. Манечка, ты мамина. Тоже глазки слезятся. Надо будет промывать сегодня. Вот так вот, друзья, смотрите, какая туча, какое небо. Гор не видно почти. Вот такая красота. Травка немножко есть, но, конечно, такую жару она могла уже и даже и высохнуть. Ну, дождь был недавно. Душно, очень душно, друзья.
дела. Красота. Так, и вот покажу вам задний двор у меня здесь. Видите, мне здесь прибрали мальчики хорошо. Все лишнее убрали. Это я опрыскивала траву, помните, все сгорело, как видите. Все уже почистили. И вот этих вот 10 тюков соломы мне привезли. Это мои друзья, арендаторы. Видите, как чистенько, уже красиво. Просто надо выкинуть, конечно, еще одну тележку осталось. И вот эту вот пожухлую уже траву надо тоже. Ну, отсюда они уже понемножечку собирали ее. Надо дальше, чтобы собрать. Вот так вот, друзья. Так. Вчера я опрыскивала уже баклажаны. Вернее, не я, а Ибрагим. И нет, уже, видите, нет жука. Это хорошо, это радует. Вот такие вот дела. Так, ну, друзья, просили меня показать мою птичку. У меня, как и огород в этом году, птичка тоже не очень-то важная. Зашла сразу покормить, ну, не покормить, а дать немножко сегодня творог. И вот решила вам показать. Просила меня Галя, чтобы я показала, вернее, своих голошеек. Ну, вот раз, два, три, 4, 5 голошеечек здесь. И несколько цыплят, правда, убежали, бегают по двору. Вот такие вот перевертыши, как я их называю. Так. Вот. Попросила Ибрагима, чтобы насыпал пшеницу. Смотрите, сколько он их насыпал. Ну и вот мои куры, которые постарше. Сейчас зайдем. Тут тоже у меня есть голошеечки 3, 4 даже, по-моему. Точно не могу сказать. Так, ну давайте вам тоже дам творожок. Вот так вот. Это гуси. И 2 индоуточки у меня. Ну, их тоже уже пора убрать мне, как бы. Знаю, что перекармливаю, но никак руки не доходят. В один день надо будет это сделать. Вот. Вроде бы я и петушков убрала лишних. Тут только 2 петушка на 23, по-моему, у меня курочки. Но видите, какие они облезлые. Угу. Гуси, сейчас надо их напоить. Водички нету в тазике. 7 гусей и 2 уточки. Сегодня мне Танзила звонит, говорит: мам, тебе индоуточки не нужны. Вывелись, говорит, 15 индоуточек, нам, говорит, они не нужны. Не знаю, привезет или нет, а я сказала, что привезла. Так, ну и здесь у них надо тоже порядок сделать. Здесь везде грязно, как видите. Давно здесь не убиралась, не чистила. Надо будет у них в клетке тут тоже прибраться немножко. Друзья, зашла сюда в комнату, чтобы смонтировать свой ролик. Увидела свои препараты и хочу вам показать, вот какое лечение мне назначили. И вот этот вот пакет мне обошелся, вот этот пакет лекарств. Но таблеток здесь нет, они у меня в своей комнате. Я их принимаю там. А это как пришла, стоят здесь. 8500. Короче, обошлось мне вот пока вот эти препараты. Не знаю, ну, по-моему, я купила на весь период, который мне нужно их принимать. Вот такие вот, друзья, дела. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну, как-то так, друзья, у нас сегодня.